Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Семен Елистратов. Я 20 лет в своей жизни занимаюсь тем, что бегаю против часовой стрелки. Я занимаюсь таким видом спорта, как шорт-трек. В шорт-трек я попал очень просто. Я учился в среднеобразовательной школе номер 31 города Уфа. И на урок физкультуры пришел мой будущий тренер Максимов Андрей Иванович. На тот момент он набирал группу детишек в секцию шорт-трека. И я просто решил попробовать. Я не знал, что это за вид спорта. Он еще не был хоть как-то, скажем так, известен, как сейчас. И этот вид спорта интересен тем, что окружность круга шорт-трека составляет 111 метров. Инвентарь спортивный, в котором мы выступаем в международных соревнованиях, он очень индивидуален. То есть нету одинаковых ботинок, нету одинаковых лезвий. У нас очень много падений, мы очень часто падаем, у нас очень контактный вид спорта. И спортсмены в шорт-треке очень часто получают различные порезы. И чтобы этого избежать, у нас используется такая специальная ткань, которая не режется. Также, если вы следите за профессиональным спортом, то, наверное, вы знаете, что самый быстрый человек на планете – это Усейн Болт. Его максимальная скорость составляет 44 км в час. А как думаете, какая максимальная скорость в шорт-треке? Максимальная в шорт-треке скорость достигает до 55 км в час. И на такой скорости мы проходим виражи. На левой руке у нас используются специальные перчатки. Они, помимо того, что не режутся, на кончиках пальцев используется специальный материал. Это или бокситная смола, или карбон. И это нужно для того, чтобы, достигая скорости 55 км в час и проходя вираж, и кладя руку на лед, чтобы просто элементарно об лед вы не стирали пальчики своих пальцев. Шорт-трек был впервые представлен в 1988 году в городе Калгари, это Канада. А уже официально проводились соревнования в 1992 году в городе Альбервиль. В шорт-треке представлено 4 дистанции. Это дистанция 500 метров, дистанция 1000 метров, 1500 метров и дистанция 5000 метров. На мой взгляд, это самая красивая, это эстафетная гонка. Также хотят на следующих Олимпийских играх в 2022 году ввести еще одну дистанцию, это микс называется. Это эстафетная гонка, где участвуют и мужчины, и женщины. Шорт-трек очень часто путают с конькобежным видом спорта, но различия очень большие. Хотя бы в том, что круг в шорт-треке составляет 111 метров, а круг в конькобежном спорте составляет 400 метров. Также и касается инвентаря. У нас абсолютно разный инвентарь, у нас разные ботинки, разные лезвия, у нас даже разные комбинезоны, хотя когда вы смотрите соревнования, кажется, что комбинезоны очень похожи. Сейчас я нахожусь в своем родном городе, и, как известно, сейчас у нас самоизоляция, но даже это не мешает мне готовиться к новому сезону. Все очень достаточно просто. Для подготовки к сезону, межсезонье, мне пока что достаточно велосипедного хорошего станка, велосипеда и несколько очень простых элементарных тренажеров. И, безусловно, сейчас во многом, особенно для школьников, которые учатся в 11 классе, ответственность лежит только на вас. Вот как-то вот в режим самоизоляции, наверное, вам приходится или придется повзрослеть намного раньше, потому что у вас в этом году поступление в вузы. Все равно у вас жизнь продолжается. И я хочу пожелать вам и всем школьникам не расслабляться, взять себя в руки. Хочу пожелать терпения нашим дорогим, любимым учителям, нашим родителям, потому что я понимаю, что это непросто. Хочу пожелать вам дисциплины. Хочу пожелать вам самоконтроля. И я думаю, что у вас все будет хорошо. Я вам желаю большой удачи. И желаю одного очень простого и очень важного. Быть всегда благодарным людям, которые вас учат и которые поднимают и ставят вас на ноги. Всем большой удачи.